Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши Кушара. Сегодня в программе. В ожидании немедленных коренных преобразований и обещанных реформ репортаж со съезда партии Амцахара. Вопреки пессимистическим прогнозам, актуальный репортаж программы о курортном сезоне 2017-го. Этнос и культура в эпоху глобализации. Философская конференция в Агу. 3 июля состоится рабочий визит помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова в Республику Абхазия. В этот же день в администрации президента Абхазии состоится официальная встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Владиславом Сурковым. В рамках рабочего визита Владислав Сурков и Рауль Хаджимба планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений. Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Абхазия. Сегодня в Сухуми состоялся 9-й очередной съезд политической партии Амцахара. 350 делегатов из всех районов республики, а также приглашенные гости выслушали 11 докладчиков и приняли резолюцию. Подробности в репортаже Ирины Аршба. На 9-й съезд республиканской политической партии Амцахара были приглашены представители 26 общественно-политических организаций и партий. Повестка дня – обсуждение сложившейся в стране общественно-политической и экономической ситуации. Открывая съезд, председатель партии Алхаз Квицини отметил, что очередное собрание проходит на фоне ухудшения общественно-политической обстановки. Что ни день на наших граждан обрушивается очередная новость об убийстве, самосудии, грабежах и прочем, омрачающим и без того тяжелую социальную ситуацию в стране. Порой эти новости напоминают сообщения с линии фронта. В ситуации, когда государство демонстрирует абсолютное бессилие, а иногда покрывает преступников по родственно-клановым соображениям, когда чиновники проявляют некомпетентность, люди, естественно, теряют веру в справедливость, в неизбежность наказания виновных. На съезде выступили руководители региональных отделений партии Амцахара, которые выражали недовольство обострившейся криминогенной обстановкой, низким уровнем жизни населения. По их мнению, руководство страны прилагает недостаточно сил для решения этих проблем. Руководитель Гагарского отделения Амцахары Адамыр Багателя считает, что пришло время всем объединиться в достижении общих целей. Объединение всех ветеранов войны, всех слоев общества. Это задача номер один. И мы все будем делать, чтобы хватит, надо заканчивать людей делить на своих, чужих, других и так далее. Мы все один народ, мы все вместе завоевывали это наше единство, и мы на это большое усилие будем вкладывать. Затем слово было предоставлено председателю партии «Единая Абхазия» Сергею Шамбо. По его словам, в Абхазии не первый год продолжается политический кризис. Проблема социального расслоения общества приобретает все большие масштабы. Но на этом фоне мы не имеем права устраивать междоусобную распрю, считает Сергей Шамбо. Главная опасность для нас – это затянувшийся политический кризис. Этот кризис служит катализатором для других кризисных явлений нашей жизни – экономических, социальных и так далее. Поэтому главное сейчас – это остановить сползание страны к дальнейшему политическому противостоянию. Позиция нашей партии последовательно конструктивная. За это время мы последовательно выступали противниками радикальных сил и со стороны власти, так и со стороны оппозиции. Нами неоднократно в течение 2016 года выдвигалась идея создания правительства народного доверия, в которое на равных вошли бы представители власти, так и представители оппозиции. Очень подробным в плане информации было выступление депутата парламента, сопредседателя блока оппозиционных сил Аслана Бжания, который ознакомил депутатов с пунктами межгосударственного договора, заключенного между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в 2014 году. Как отметил Аслан Бжания, многие пункты договора так и остались на бумаге. В том, что Абхазия недополучила несколько миллиардов по инвестпрограмме 2013-2015 годов, депутат обвинил правительство Абхазии. Аслан Бжания также обозначил первоочередные задачи на ближайшее будущее, стоящие перед партией Амцахара и блоком оппозиционных сил. В ближайшее время будет сформировано парламентское оппозиционное меньшинство. Мы намерены выходить на разные площадки и разъяснять гражданам суть и последствия происходящих в стране процессов. Надеемся на то, что и в правительстве найдутся люди, которые изменят свое отношение и оценку происходящих событий.
С учетом того, что у депутатов парламента, поддерживающих оппозицию, есть доступ к достоверной информации, будет подготовлен анализ по всем направлениям государственного строительства. И информирование масс и их убеждения – это главные инструменты нашей политической борьбы на ближайшие месяцы. Депутат парламента Александр Анкваб в своем выступлении отметил, что своевременный отклик народных избранников на общественные вызовы есть прямая обязанность депутатов. И политические и общественные организации должны сотрудничать с парламентом, предлагать идеи, требовать принятия решений по разным важным вопросам. Именно в таком ключе должна выстраивать свою работу и оппозиция. Александр Анкваб считает, что нужно использовать все возможные средства массовой информации для того, чтобы донести цели и задачи оппозиции до народа. Надо подумать об альтернативных источниках информации, в том числе электронных, чтобы не власть рассказывала народу о том, что думает и к чему стремится оппозиция, а сама оппозиция разъясняла свои цели и задачи. В мае 2014 года мы с вами ушли от жестокого гражданского противостояния. Я убежден в следующем: уставшее от проблем общества нельзя подвергать новым стрессам, толкать и без того слабое государство на новые тяжкие испытания, расшатывая его основы. Результат вполне очевидно будет плачевным. И невиновных тогда не будет. Поэтому считаю, что ответственные люди, то есть мы с вами, должны сосредоточиться на подготовке к предстоящим президентским выборам, чтобы предложить обществу альтернативу, убедить граждан в своей правоте. По итогам 9-го очередного съезда Республиканской политической партии Амцахара была зачитана и принята резолюция. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж со съезда партии Амцахара смотрите в нашей программе. Генеральная прокуратура Абхазии протестовала оправдательный приговор в отношении экс-главы Галского района Беслана Аршба. В Верховный суд поступило кассационное представление Генеральной прокуратуры на приговор Очимчирского районного суда от 4 мая 2017 года, которым Беслан Аршба, экс-глава Галского района, оправдан по предъявленному ему обвинению в совершении 3 эпизодов преступлений по части 2 статьи 288 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда. По версии обвинения, Беслан Аршба, являясь главой администрации Галского района, превысив свои полномочия, незаконно создал комиссию по принятию документов для получения паспорта гражданина Республики Абхазия, в результате незаконной деятельности которой в нарушении закона о гражданстве Республики Абхазия паспортами гражданина Республики Абхазия были документированы граждане Республики Грузия, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства. Генеральная прокуратура в своем кассационном представлении просит отменить оправдательный приговор в отношении Беслана Аршба ввиду несоответствия изложенных в оправдательном приговоре выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела и вернуть дело на новое судебное рассмотрение. Согласно требованиям Уголовно-процессуального закона, кассационное представление подлежит рассмотрению в течение 2 месяцев с момента его поступления в Верховный суд. Вопреки всем пессимистическим прогнозам, туристы едут в Абхазию. Если в начале сезона наблюдался спад количества туристов, приезжающих на отдых в нашу страну, то сейчас ситуация улучшается. Заполняются санатории и дома отдыха, а в курорте Пицунда полный аншлаг. В этом убедились наши корреспонденты, побывав на курортных объектах. Репортаж Нис Аршба. Туристический сезон 2017-го еще задолго до начала многие называли провальным. Специалисты пророчили, в Абхазию отдыхающие не поедут. И утверждать это позволяет множество факторов. Да и погода, словно слыша эти пессимистические прогнозы, нашу страну не баловала. Впрочем, как и половину земного шара. Май месяц надежды экспертов, как мантру твердивших об ужаснейшем курортном сезоне, оправдал. Республику посетило малое количество туристов. А незаполненные гостиницы, кафе, рестораны и пляжи подтверждали печальную статистику. Но постепенно на улицах курортных городов Абхазии понемногу стали появляться отдыхающие, которых не заметить в общем потоке местных жителей просто невозможно. Стало интересно узнать, насколько оправдались прогнозы экспертов, и ряд
ряда средств массовой информации и понять, будет ли сезон 2017-го. Первым делом отправились на абхазо-российскую границу. Здесь жизнь течет своим чередом, и, к нашему удивлению, большинство автомобилей оказались с российскими номерами. Попытались понять, может ли так быть. Турист не едет, а на границе каждая вторая машина российская. И каких тут только регионов нет. Пенза, Москва, Орел, Нижний Новгород. По словам таможенников, а именно они ведут статистику людей и авто, пересекающих государственную границу, положение дел не настолько плохое, как говорят. Турист едет. Вот только в этом году все больше на собственном транспорте. Ситуация на границе, как самые прежние годы, стабильная, рабочая. Сезону мы готовы, таможенный пост ПСО. В этом году ЖД на 32 тысячи людей заехало с начала июня. Несмотря на дождливые погоды, вы сами знаете, мало автотранспорта заезжало, заметно было. Но все-таки, если сравнить с аналогичным периодом, чуть больше получается. Авто 70 435 в течение месяца заехало. Это за плюсом 7680 машин. Цифры говорят сами за себя. В этом году нашу границу пересекло больше людей, чем в прошлом. Это касается как текущего июня, так и предыдущего, мая месяца. Увеличение наблюдается по всем направлениям – пешеходному, автотранспортному и железнодорожному. Очередя пока здесь не наблюдается. Это в начале сезона, это характерно. Но я думаю, что с увеличением людей, потока людей, конечно, очередя могут быть. Но мы готовы, с своей стороны готовы. Граждане, которые переходят границу, они здесь на абхазской стороне не стоят, много времени не тратят. Ну, буквально 5-6 минут максимум. На пешеходе то же самое и на автомобильном. А что касается ЖД, они тратят время на пограничный контроль и таможенные около получаса. Поток туристов в этом году больше направлен на частный сектор, утверждают сотрудники гостиниц и пансионатов Гагры. По их версии, это в первую очередь вызвано низкими ценами. Не все средние и крупные туристические объекты вняли голосу разума, прислушались к прогнозам и экономической ситуации. Но и среди них есть гостиницы, которые не только заморозили цены на уровне прошлого года, но и расширили перечень бесплатных и дополнительных услуг. Это 9-этажное здание в самом центре Гагры, пансионат Сан-Марино. Уже много лет, как он стал излюбленным местом отдыха гостей Абхазии. Например, в прошлом году именно здесь гостили участники чемпионата мира по футболу «Канифа». Туристический объект, что называется, очень удачно расположен. И помимо прекрасной инфраструктуры, выдержанного стиля и легкого шарма, он расположился через дорогу от моря. Свой пляж, огороженная зона плавания, профессиональные спасатели – все это делается с одной целью – обезопасить гостей Сан-Марино, сделать их отдых максимально приятным и комфортным. Мы стараемся следить за безопасностью наших туристов. Естественно, у всех туристов есть браслеты, которые одеваются при заселении. То есть понятно, что пляж, мы здесь за них ответственны, но есть город, есть они выезжают на экскурсии. То есть мы своих туристов должны знать. На пляже выдается бесплатно весь инвентарь. У нас есть душевые, горячая, холодная вода, лежаки, зонтики, это уже, естественно, все бесплатно выдается. То есть мы видим наших туристов, стараемся их обезопасить. Вы, наверное, запечатлели нашу линию нашего пляжа, то есть скутера, катеры, они не могут теперь подплыть, просто как туристы говорили, по головам. То есть у нас все это предусмотрено. Сам пансионат представляет собой прекрасно совмещенную зону спокойного и активного отдыха. Детская площадка, салон красоты, медицинский кабинет – это лишь небольшой перечень предоставляемых услуг. Здесь также предусмотрены все возможные проблемы с электроэнергией и водоснабжением. Огромный резервуар и 2 генератора могут длительное время обеспечивать туристов, чтобы возникшие перебои никак не сказались на их отдыхе и общем впечатлении об Абхазии. Июнь 2017-го для Сан-Марино довольно хорош. Гостей много, чего не скажешь о следующих 2 месяцах лета. По прогнозам, 100% загрузки может и не быть, так как в этом туристическом сезоне многое сложилось не в пользу Абхазии. В этом году, конечно, существенный спад он наблюдается. Есть очень много факторов, которые повлияли на это. И Турция, естественно, глубина продаж в этом году, не могу похвастаться ею, потому что те продажи, которые были осуществлены у нас еще зимой, в январе-феврале месяце, они у нас сохранились. Но потом, когда пошел поток туристов и, естественно, низкие цены по Турции, мы
почувствовали вот эту сторону, этот спад. Мы не повышали цены с прошлого года, потому что мы как бы хотим быть конкурентными, и, соответственно, цены и качество, чтобы соответствовало как бы и бюджету наших контингента, нашего туриста. Несмотря на общемировой кризис, повышение цен на авиа и ЖД-билеты, у Сан-Марино есть постоянные гости. Семьи, которые обязательно раз в год, а то и два, приезжают в Гагру и отдают предпочтение именно этому пансионату. Я уже приезжаю сюда, в Гагры, второй раз. Надеюсь, что и в будущем я буду приезжать сюда, ну и с своей семьей, с друзьями. Отдыхается мне здесь очень хорошо, мне нравится Гагры. Море здесь чистое, люди доброжелательные, очень вежливые. Все достаточно хорошо и позволит нам накопить силы до очередного отпуска. То есть, возможно, на следующий год вы опять? Даже в этом, может быть, приедем, постараемся. В прошлом году у вас тут были, так что нам понравилось. Да, и желаем вам успехов. 100% загрузка, бронь свыше 80% на следующие месяцы. Эта статистика принадлежит объединению пансионатов «Курорт Пицунда». Здесь полный аншлаг, свободных номеров уже нет. Да, у нас почти 100% загрузка, потому что у нас 2700 – это максимальная загрузка. И на сегодняшний день у нас 2678 человек проживают. А что касается июля-августа, хочу сказать, цены, наверное, все-таки правильно выбранные. И из тех договоров, и то есть из прогноза загрузки на эти месяцы, туроператоры говорят, что мы как бы на первом месте. Наверное, благодаря этим ценам. Я думаю, что сезон удастся, то есть сезон состоится. Я еще раз говорю, прогноз у нас такой, что 80% мы уже загружены, то есть по статистике. И та часть тоже заполняется. Я думаю, что мы не подведем ни государство, ни сами, конечно, себя. В прошлом году 4 из 7 корпусов пансионата отремонтировали. И это не просто косметический ремонт. В каждом номере появились удобства. И если раньше одна общая ванная была на этаж, то теперь она в каждом номере. Приобретены кондиционеры, холодильники, телевизоры для 1248 номеров. Мы всю зиму мы, не покладая рук, занимались подготовкой к курорту, потому что мы знаем, как это сложно вообще обслужить такое количество людей. Мы приобрели почти 2500 лежаков. Своими силами изготовили зонты, то, что вы видели на пляже. Заменили немалое количество электрокабелей, водоснабжение, водоотведение. Замена этих всех коммуникаций, она, правда, сложна и дорогостоящая, но получилось, знаете, своими силами. И нанимали людей, и много что сами сделали, но, слава богу, все нормально, все работает. Сами видели, сезон удался. Аншлаг здесь и правда полный. На пляже, что называется, яблоку негде упасть. На многих шезлонгах лежат вещи, за другими присматривают соседи. Люди не желают терять место под солнцем, ведь, вернувшись на пляж, они могут не найти свободного места. Курорт Пицунда, как и пансионат Сан-Марино, сохранил цены прошлого года. Этот шаг оказался удачным. Гости большим потоком приехали в Пицунду. Многие из них желали увидеть новые корпусы после реконструкции. Причин, по которым Абхазия оказалась не на первом месте в списке стран, куда туристы едут в большом количестве, немало. Это и отсутствие организации отдыха, вроде бы естественных, но от этого не менее важных условий. Да и погода этим летом тоже подвела. Вот и получается, что туристов в Абхазии немногим меньше обычного. Но это не повод скептикам говорить о тенденции. Впереди июль и август. И, как показывает статистика, они могут нас порадовать и удивить. Так что, дорогие пессимисты, сезон 2017-го открыт и с довольно хорошими результатами. Нисфа Аршба, Беслан Джинджолия, Дмитрий Аргун. Абхазское телевидение. В рамках рабочего визита главы МИД Абхазии в Приднестровскую Молдавскую Республику состоялась встреча Даура Кови с президентом ПМР Вадимом Красносельским. Даур Кови выразил убежденность в том, что в рамках диалога на различных площадках будут найдены новые перспективные направления сотрудничества между двумя государствами. Глава МИД Абхазии сообщила о том, что сегодня активно идет работа над проектом обновленного договора между Приднестровьем и Республикой Абхазия о дружбе и сотрудничестве. Даур Кови передал Вадиму Красносельскому приглашение президента Рауля Хаджимба посетить Республику Абхазия.
Чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба вручил российскому писателю, переводчику Михаилу Синельникову орден Ахтапша III степени. Об этом сообщает пресс-служба посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. Ранее указом президента Рауля Хаджима Михаил Синельников был награжден высокой государственной наградой за большой вклад в развитие абхазо-российских литературных взаимосвязей. В АГУ открылась международная научная конференция, посвященная проблемам сохранения этнического разнообразия и культур в эпоху глобализации. В мероприятии приняли участие преподаватели Абхазского университета, а также многочисленные гости из российских вузов. Конференция продлится 2 дня, в ее рамках будет открыто 5 секций. Подобные международные научные конференции в Абхазском государственном университете проводятся ежегодно. Участие в ней принимают известные ученые и преподаватели с разных уголков России. В этом году конференция посвящена этносу и культуре в эпоху глобализации. Тематика мероприятия достаточно актуальна на сегодняшний день. Ментальность как внутренний призыв этноса. Этой теме посвятил свой доклад доктор философских наук Иван Тарба. Ученый подробно рассказал об особенностях ментальности разных народов. Именно на фоне различия культуры, как отметил Иван Тарба, у представителей того или иного народа часто возникают конфликты. Мы вот часто видим в международных отношениях, даже в межличности, какое-то несоответствие. Вот. Мы выделяем всегда основные признаки нации, как язык, территорию, общность, культуру и быта и так далее. Это внешние атрибуты. Мы не задумались о внутренних, о субъективных атрибутах признаков этноса и нации. И между коллегами бывает ментальное несоответствие. Не просто согласие какое-то, а ментальное несоответствие. Тут скажем, вот я пришел, кто-то встал, а кто-то не встал. Потому что в его ментальности генетически, биосоциально не заложено. Вот почему мы не можем с ним состыковаться в первую очередь. Вот об этих вещах речь идет. Впервые в Абхазию для участия в международной конференции приехал известный ученый, доктор философских наук, профессор Южного федерального университета Геннадий Драч. Приглашение участвовать в научном форуме профессор принял с большим удовольствием. По его словам, интерес к чужим культурам, к материальной и духовной жизни разных народов, а также исследование диалога культур позволяет выявлять источники социальных и творческих преобразований в историческом и культурном развитии. Глубокие вопросы рассматриваются на этой конференции, потому что проблемы этнокультуры сегодня уже никто не рассматривает как какие-то частные вопросы. То есть проблемы этнокультуры – это не судьба одного этноса, это судьбы многих народов. Более того, сегодня совершенно очевидно, что будущее человечества зависит от того, в каком состоянии находится этническое многообразие, сохраняется ли во всем мире этнокультуры. В ходе конференции ее участники задавали множество вопросов докладчикам, интересовались проблемами национального самосознания, идентификации в условиях глобализации. На конференции выступили доктора наук Адыгейского университетов Москвы и Ростова-на-Дону. 30 июня в рамках международной конференции планируется проведение нескольких круглых столов и пленарных заседаний. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с ремонтно-восстановительными работами на улице Лакоба и Налы по 30 июня с 12 ночи до 6 вечера будет прекращена подача питьевой воды в центральной части города, на Старом поселке, в Нагорной части города, в районах Маяка и Виема. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 19-23, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.